Здравствуйте, меня зовут Ирина Богатырева, вы смотрите канал «Тамузыка», и сегодня я расскажу вам о двух замечательных инструментах, которые можно купить в нашем магазине. Точнее, это даже один вид инструмента, это хомус Чимчоева с накладкой. Почему два? Потому что накладки разные, соответственно, с оленем и с мамонтом. Сразу перейду к животрепещущему вопросу, который часто задают люди, кто интересуется этими варганами. А есть ли разница? Да? То есть, если хомус с мамонтом, он наверняка должен звучать как-то иначе, нежели хомус с оленем. Так вот, что можно об этом сказать? Мой опыт показывает, что вот какой-то выборки и какой-то корреляции определенной, дескать, вот тут будет звук повыше, тут звук будет пониже, ее нет. То есть в партиях, когда приходят эти варганы, могут быть и такой звук у разных инструментов. Но тем не менее, так получилось, что когда я отбирала варганы именно для этого ролика, получилось, что действительно у меня вот в руках будет высокий инструмент, и на нем будет олень, и низкий инструмент, на нем будет мамонт. Но это случайность. Что еще можно сказать об этих инструментах? Ну, это такие классические якутские хомусы, хорошего качества исполнения, и здесь именно важен такой холодный звук, характерный для якутских инструментов. То есть у них самое лучшее такое вот породистое, да, звучание именно на закрытых обертонах. Что еще можно о них сказать? Такая небольшая справка. На конкурсе якутских мастеров хомусы Чимчоева занимали первое место, и именно эти хомусы летали в свое время в космос. Так что можно сказать, что вы играете на этих варганах, на тех, которые летали в космос, да, такие космические хомусы. Да, еще вспомнила, что хотела сказать именно о хомусах с накладкой. Часто задаются люди вопросом, а как влияет эта накладка на звук? Ответ – никак не влияет. То есть накладка, она не может, в принципе, никак влиять, если вы подумаете о физике звука. Весь звук варгана образуется, собственно, во рту, поэтому что здесь будет, оно совершенно никак не повлияет. Накладка удобна для того, чтобы хорошо держать инструмент, да, то есть вы не заботитесь хватом, как вам взять, чтобы ничего не зажать. Это единственная ее функция, ну и, естественно, декор. То есть это просто красиво. Ну, еще с этими инструментами идут футляры. Футляры такие классические, открытые. В таких же футлярах свои хомусы продает мастер Мальцев. Крепится инструмент вот такой вот планочкой, и язычок защищает тоже вот такая простая планочка. Не могу сказать, что это хороший, удобный футляр для того, чтобы его носить с собой, чтобы носить инструмент с собой, потому что, к сожалению, эта планочка все время открывается, если, например, вы будете в кармане, в сумке держать инструмент, поэтому я бы не рекомендовала. Но для того, чтобы хранить его, ставить на полку, и как-то вот просто у нас такой красивый инструмент, да, есть, он вполне себе подойдет. Играйте на варганах, смотрите Тамузыка.